Сегодня свет красивый, надо что-нибудь сфоткать. Я могу позировать, смотри. Только не прыгай через мои мелки. Я сейчас дрон запущу, сверху все видно. Можете снимать, как я просто сижу. У меня стиль. Эй, народ, а чем мы сегодня вообще займемся? Мы же не будем просто так сидеть все лето. Тогда я предлагаю турнир по пластику. Кто найдет странную штуку первым, тот чемпион двора. Привет, ребята. Здравствуйте. Здравствуйте. Я тут вспомнил, спрятал одну вещь во дворе давно. Важную. В магазине ее не купите. Кто найдет, тот поймет, почему она мне так дорога. Это как квест? Или настоящее сокровище. Если найдем, это точно будет лучше, чем просто сидеть. Я могу поднять джол, вдруг что-то сверху заметим. А может, она под скамейкой? Проверим. Я готов копать хоть сейчас, где начинать? Давайте искать все вместе. Да, давай, погнали. Нужно решить, с чего начать, а то так весь двор не обежим. У старой груши там всегда что-то находилось. Я сейчас выйду на улицу, запущу дрон. Посмотрю сверху, есть ли что-то странное. А я посмотрю под деревом. Сначала надо осмотреть все земли, а потом с высоты. А я бы проверила по скамейкой. Вдруг там тайник. Может, дедушка хотел, чтобы мы подумали? Подумали, это хорошо, но я за приключения. За приключения. Смотрите, земля рыхлая, тут точно что-то копали. Или просто кошки рылись, но фотка на всякий случай не помешает. Если бы дедушка что-то прятал, он знал, что мы найдем. А если он тут закопал? Может, это знак? Там под доской черное пятно. Осман, посвети фонариком. Вижу просто грязь и жуков. Кажется, мы зря сюда зашли. Тут только грязь. Не сдаемся, это только начало. Он ведь сказал, кто найдет, поймет. Значит, пока не поняли, мы не нашли. Вот бы это супердневник с тайнами. Или карта другого места в секрете. А вдруг нас дедушка просто проверяет, дружим мы или нет? Ну, пока вроде не поссорились. Ладно, сюда вернемся, если ничего не найдем, в других местах поищем. Мне кажется, если бы я что-то прятала, то рядом с лавочкой. Почему? Потому что это мое любимое место. Может, и у дедушки оно было таким. Может, он спрятал не вещь, а воспоминания. А вдруг это вовсе не вещь, а идея? Как это? Ну, что-то ему дорогое. Не обязательно большое или блестящее. Ключ. Я все равно думаю, что это ключ, только не от двери. Ключ от чего-то важного, типа как пароль, только настоящий. Если он закопан глубоко, мы его не найдем. И за все лето. Найдем, главное не торопиться. Ну что, кто-нибудь что-то нашел? Только пауков и старую крышку. И у меня ничего, все чисто. Я просто кучу песка перекидал. Может, это и не клад вообще. Но ведь дедушка не просто так это говорил, он не шутил.
Да, но дедушка был серьезный. Тогда пошлите дальше, мы еще весь двор не обошли. Здесь раньше вроде прятали фантики и записки. Ты помнишь? Да, мы с Лерой, правда, она сейчас в городе. Там тоже не все пусто. Слишком много мест, глаза разбегаются. Надо просто продолжать, шаг за шагом. Вдруг он все это время наблюдает за нами и улыбается. Но и сдаваться рано. Даемте! Это не про нас. Но по сказке я бы не отказался. Ребят, я нашел. Что? Странный след за кирпичами. Похоже на царапину. Но никому пока не говорите. Вот она, та самая царапина. Если это и есть, надо проверить. Но без них пока рано. Осман, ты где? Мы идем домой. Иду сейчас! Никто ничего не нашел? Я проверила за теплотрассой, там одни бутылки и кирпичи. У меня вообще было ощущение, что мы ищем не то. Как будто дедушка пошутил. А ты где был вчера вечером? Гулял, просто думал. Думал? Где? Мы тебя звали, ты долго не отвечал. Я не обязан отчитываться, я вообще хотел один побыть. Осман, мы же договаривались быть командой. Или ты что-то нашел? Чего я не нашел? Если бы нашел бы, сказал бы. Я не такой. Может, зря мы на него наехали. Он просто перегнул, мы же ему не враги. Просто хотели понять. Он часто молчит, наверное, ему сложно быть с нами. А если он реально что-то прячет? Если бы знал, уже бы сказал. Или наоборот. Я не хочу, чтобы мы ссорились. Это лето должно быть другим. Согласен, даже если мы ничего не найдем, главное, что мы ищем вместе. А давайте просто будем рядом и продолжим спокойно. Только не будем больше сердиться, мы же не в школе. Без спешки, без подозрения, как в начале. А если он не вернется? Вернется, он не такой. Ладно. Ну, хорошо.
Я подумал, не хочу все испортить, я был неправ. Мы тоже. Прости, что накинулись. Ты ведь что-то нашел, да? Нет, я только видел этот след от отдыгающей доски. Все, я испугался. Если что-то найду, не захочу делиться. Захочешь, главное, не в одиночку. Мы ведь вместе начали. И вместе закончим, даже если не найдем ничего. Спасибо, я больше так не буду. Ну все, ты сдал экзамен на нашего. Это тоже часть лета. Скоро неделя, как ищем. А будто месяц прошел. Если это шутка дедушки, то она уже не смешна. Нет, он не из тех, кто просто так бросает слово. Если бы дедушка хотел, чтобы мы задумались, получилось. Главное, чтобы мы не забыли, зачем вообще начали. А вдруг дело не в том, что мы найдем, а в том, что с нами станет, пока ищем. Я все равно верю, что мы близко. Что ты там делаешь? Ничего, просто тут тень, можно подумать. Ты точно ничего не прятал? Ангелина, хватит, я не обязан тебе объяснять каждое движение. Что происходит? Кажется, кое-кто снова решил действовать в одиночку. А может, я просто не люблю, когда за мной следят? Стоп, хватит. Мы же договаривались быть вместе. Вон как раз остальные идут. Если кто-то спрятал что-то, теперь самое время мне сказать или закопать поглубже. Опять. Мы же только помирились. Если у кого-то есть что-то важное, пусть скажет сейчас. Я знаю, что ты вернешься, просто знал. Если будем ссориться, то ничего не найдем. Ты не виновата. Я просто хотела честности, но, кажется, все испортила. Мы все на пределе. Эта штука, которую он спрятал, будто тянет за нитки. А может, это просто жест, как видео с флешкой или письмо? Значит, тем более из-за этого не стоит терять друзей. Я пыталась вспомнить, где дедушка был чаще всего. Ты сама нарисовала? Да, хотела хоть что-то сделать полезное. Спасибо, это важно. Давайте начнем день как будто с чистого листа. Вот тут место, где был старый пенек. Помните? Да. Да.
Мы там не искали, все как-то забыли про ту часть. Сегодня мы ищем вместе, без ссор, без загадок про Османа. А может, он вернется, когда будет готов? Смотрите, тут старая клумба, за ней скамейка, почти под деревом. Там дедушка любил сидеть. У него всегда был блокнот. Может, он спрятал что-то в земле? Ребята, там что-то есть. Это оно? Прочтем, когда будем все вместе, даже Осман. Ты прав, Георгий. Пошли. Ну, нашлась компания. И что же вы принесли? Мы нашли вот это. Вы, наверное, это спрятали. О, это письмо моего брата. Мы здесь проводили время очень весело. Ну, это было давно, и он уже умер. Я хотел бы, чтобы вы не забрали, а поняли, как это важно быть вместе. Значит, вы не хотели, чтобы кто-то хранил это у себя? Нет, я хотел, чтобы кто-то это нашел и понял. Не забрал, а прожил это по-своему. Мы сначала ссорились, потом поняли. Это самое важное. Не письма, а то, что вы вместе это сделали. Ребята, давайте сделаем совместное фото. О, да, давайте. Я поняла, что письма это не просто записки, это то, что мы не хотим потерять. Я хотел найти ответ, а нашел вопрос, кем я сам хочу быть. Я думал, что важны письма, оказалось, важны мы. Мне понравилось, как мы ссорились, мирились, думали. Я почувствовала, что я часть чего-то, не просто девочка с мелками. Я сначала не верила, но теперь верю, что простые вещи могут быть важнее новых, что люди важнее предметов. Я хотел шума, приключений, драки, а получил тишину и дружбу. И это круто. Я не доверял, думал, мне лучше одному быть. Но вы не отвернулись. Мы вместе сильнее. Спасибо вам. Мы с тобой. Завтра я уезжаю в обед. А я всегда буду помнить, как ты держала фотоаппарат. Я буду скучать. Я тоже. Папа уже собирает вещи. Мама сказала, но я бы остался. Я думаю, когда найдут то, что дедушка спрятал, будет точкой, а оказалось запятая. Я думаю, лето это просто веселье, а оно теперь настоящее. Нам повезло. Не все дружбы проходят испытания времени. А мы прошли испытания землей. Запомните это место, даже если забудете слова. И лопата, у кого мозоль, это настоящий кладоискатель. Последнее фото здесь, как мы сейчас и есть.
Не забывайте, у нас теперь общее лето и капсула. Я обязательно вернусь на следующее лето. Ты теперь хранитель мелка, не забудь. Если что, я научусь копать еще глубже. Если кто-то забудет, где мы закопали, у меня все в голове. А я, наверное, впервые в тот день почувствовал, что по-настоящему нужен. Ты с нами был и в ошибках, и в лучших моментах. Это и есть настоящее. И это не забудется, даже если мы больше не встретимся. Я думал, это игра, а они поняли. Я думала, все забудется, но почему-то вспомнилось все. Трава, качели. Ладно, пока, за мной приехали. Приезжай еще раз к нам, мы будем рады. Она точно вернется. Они все вернутся. А пока мы охраняем лето.